25 лет члены Союза писателей Ингушетии радуют читателей своими работами. За столом в администрации главы республики собралась лишь небольшая часть литературной элиты региона. Небольшую справку о работе организации подвела ее руководитель Раиса Дидикова. Очень важна литературная критика. Вот они все, кто сегодня знают, сидят здесь, знают, что это основной вопрос, на который мы без конца акцентируем внимание всех пишущих, чтобы они правильно воспринимали ее. Потому что, одаренные, да, но это самоучки, это люди, которые на базе того литературного опыта, который есть сегодня, стараются, подражая им, что-то делать, пока не найдут себя. Естественно, мы помогаем как-то себя найти, уже свое видение, свой стиль. Руководитель региона подчеркнул, что эта встреча приурочена к 25-летию со дня образования Союза писателей Ингушетии и поздравил всех с 3 датами. Юбилеем Республики Ингушетия, главной датой Союза писателей с наступающим Новым годом. Союз писателей за это время выпустил большое количество трудов, которые нужны для наших жителей, особенно для молодежи. Буквально из-под земли нужно доставать нашу историю. Я не раз уже об этом говорил, когда мы видим историю только в масштабах современной России, в масштабах Советского Союза, в масштабах русско-японской, Первой мировой войны, в масштабах как Дикой дивизии или, как говорили, разгром Деникина под Далаковым. А дальше глубоко смотрят. Мы почему-то не особо хотим туда лезть. Наверное, здесь есть ряд причин. Первая основная причина – это незнание, как это сделать. Отсутствие тех специалистов, которые могли бы поднять вот эту историю наших предков, глубину истории наших предков. Когда происходит огромное количество споров, и даже мы среди себя, уже историков, уже среди своих историков не можем найти некоторые вещи, здесь, конечно, какой-то главенствующий орган должен быть, который должен определять, что первично, что вторично. Юнусбек Евкуров выразил признательность тем, кто посвятил свою жизнь служению творчеству, кто приумножает культурное наследие нашего народа, воспитывает чувство прекрасного у подрастающего поколения. По словам руководителя региона, вклад в историю патриарха ингушской литературы Исы Кадзоева бесценен. Делаем мы целые передачи с участием нашего старшего Кадзоева Исы, когда он очень много рассказывает таких глубинных вещей, расписывает разные вещи, разные наши истории. Но мне кажется, что это надо расширять, надо больше делать все это. Надо все-таки какие-то фундаментальные вещи раз в год должны появляться. Хорошие песни про республику, чтобы это спела девушка или парень, чтобы дух поднимался молодежи, народа и населения. Про стариков, чтобы старикам было приятно, про женщин, про природу, про горы. Хорошие рассказы, хорошие сказки для наших детишек. Все должно быть в комплексе. К слову о преемственности литературной критики, Иса Кадзоев уточнил, что это действительно важно в развитии литературного творчества, но основополагающим является самообразование. У нас очень много пишущих людей. Я журналы читаю, стараюсь все прочитать, то, что выходит. Талантливые вещи, очень много талантливых вещей. Особенно лирика у нас хорошо развивается, лирические произведения. Особенно тема – это Нань. Как только откроешь телевизор, Нан, Ванан, еда яхам, так что я просто желаю вам, раз мы здесь собрались, я редко выхожу, старый я уже, 80 лет. Я вам всем желаю успеха, удачи. Когда сегодня я сидела с самого начала, я увидела, что это не просто встреча, она знаковая. Она великий пример самоорганизации ингушского народа. А это означает, что история этого народа исчисляется не только этими 25 годами, которые прожила республика,
И не только этой четвертью века, который прожил новый союз писателей. И даже не сотни лет, эта история достаточно долгая. На встрече не только обменивались мнениями и говорили о работе писателей, но и делились своими произведениями. На суд присутствующих прозвучали стихотворения о любви к родине и уважении к своим истокам. Стихов много, да? Много же стихов? Много. Но если вы не научитесь из этих стихов выделить вот такие, которые нужны сегодня. Если вы посмотрите Великую Отечественную войну, это же не просто в кино, там, Подмосковье, битва под Москвой показана. Рядом с нами, там, вот, дома, там, ветераны Великой Отечественной войны, Далгештолцам, они это рассказывали, когда приезжал ансамбль, а там же пели песни такие, которые там «Вазат вагал кичвалыш», да? Есть моменты, когда это надо уметь. И если эти стихи рассказать там, где мы отмечаем Новый год, это одно. А если эти стихи рассказать там, где ребята идут в армию, там, где ребята идут учиться, когда мы собираем день первокурсника, или там абитуриентов здесь собираем, которые должны поехать учиться. Если эти стихи рассказать там, где первая сессия парламента, или там, где мы набираем общественные организации, если эти стихи рассказываем, как сейчас мы в Москве собрали общественность, или там везде это, и они должны быть не от того, что его выделить, чтобы никто не обижал, а почему его? А потому что это как раз то, что должно задеть душу. Не то, что кунах, вообще каман сагвали, так нет. А что он в стихах говорит? Завершилась встреча вручением юбилейных медалей 25 лет Республики Ингушетия. Ведь четверть века в этом году празднует не только Союз писателей, но и в целом регион. Зелимхан Калоев, Новости 24.